Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Время» на телевидении Душанбе. В студии Мавлюда Бубушоева. В связи с празднованием 34-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан на имя президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, поступают поздравительные послания и телеграммы руководителей государств и правительств зарубежных стран, международных организаций, а также видных политических, государственных и общественных деятелей. Уважаемый Эмомали Шарифович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Дня независимости Республики Таджикистан. Ваша страна достигла значительных успехов в социальной и экономической областях, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене. Российско-таджикские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Наши государства плодотворно сотрудничают на различных направлениях, координируют усилия в рамках Содружества независимых государств, Организация договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация Содружества, Организация Объединенных Наций и других многосторонних структур. Уверен, что мы будем и далее всемирно наращивать конструктивные двусторонние связи на благо наших дружественных народов в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе. Желаю вам, уважаемый Эмомали Шарифович, доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Таджикистана мира и процветания. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Уважаемый господин президент, по случаю 34-й годовщины независимости Республики Таджикистан выражаю вам и дружественному народу Таджикистана сердечные поздравления и наилучшие пожелания. Под вашим руководством национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года устойчиво продвигается вперед, беспрерывно достигаются новые отрадные успехи в развитии страны. Как дружественный сосед и всесторонний стратегический партнер в новую эпоху Таджикистана, китайская сторона искренне рада этому. С начала текущего года мы с вами дважды проводили успешные встречи, достигли важных договоренностей по китайско-таджикскому всестороннему сотрудничеству, наметив новый план развития китайско-таджикских отношений. Китай готов совместными усилиями с Таджикистаном постоянно углублять политическое взаимодоверие, твердо поддержать друг друга, укреплять сопряжение стратегии развития наших стран, высококачественно строить один пояс, один путь, а также продвигать углубление и конкретизацию строительства китайско-таджикского сообщества единой судьбы. Желаю Таджикистану развития и процветания, счастья и благополучия. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Уважаемый господин президент, от имени Соединенных Штатов Америки поздравляю вас и народ Таджикистана с 34-й годовщиной Дня независимости. Это событие является особым случаем для чествования богатой истории, культуры и достижений вашего великого народа. Соединенные Штаты ценят свое партнерство с Таджикистаном и признают важную роль, которую играет ваша страна в укреплении региональной стабильности и построении более безопасного и процветающего будущего для наших стран. Вместе мы сможем и далее укреплять прочные основы дружбы и сотрудничества между нашими странами, в том числе в сферах борьбы с терроризмом и добычи критических ископаемых. Отмечая этот важный день, прошу вас принять во внимание то, что американский народ и я присоединяемся к вам в праздновании прогресса и светлого будущего Таджикистана. Желаю вам и гражданам вашей страны устойчивой стабильности, экономического процветания и успехов. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Уважаемый Эмомали Шарифович, от имени народа Казахстана и от себя лично сердечно поздравляю вас и весь братский народ Таджикистана с Днем независимости. Этот праздник особо радостен для ваших соотечественников, олицетворяя национальное единство и подлинный патриотизм таджикского народа. Таджикистан встречает эту знаменательную дату в статусе динамично развивающегося государства с заслуженным авторитетом на мировой арене. Выдающиеся свершения суверенного Таджикистана неразрывно связаны с вашим именем. Под вашим мудрым и авторитетным руководством народ сумел преодолеть вызовы первых лет независимости, укрепил государственность и заложил прочный фундамент будущих достижений. Ваша созидательная политика, основанная на твердой поддержке народа, способствует уверенному прогрессу Таджикистана по пути устойчивого социально-экономического роста. Исходя из коренных интересов ваших народов, опираясь на традиции многовековой дружбы и взаимной поддержки, Казахстан и Таджикистан выстроили отношения подлинного стратегического партнерства и союзничества. Уверен, наша совместная работа будет и далее способствовать реализации огромного потенциала казахско-таджикского взаимодействия
взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в рамках регионального и международного сотрудничества. В этот торжественный день, уважаемый Эмомали Шарипович, желаю вам новых успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания братского Таджикистана. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Уважаемый Эмомали Шарипович, искренне рад направить вам и дружественному народу Таджикистана свои наилучшие пожелания по случаю национального праздника Таджикистана Дня независимости. После обретения Таджикистаном независимости под вашим мудрым руководством в стране осуществлены коренные политические и социально-экономические реформы, проделана большая созидательная работа, достигнуты высокие результаты во всех сферах жизни страны. Как братский народ мы бесконечно радуемся стремительному развитию вашей страны, ее блестящими достижениями в мировом масштабе и ее растущему международному авторитету. Убежден, что многовековые узы дружбы между нашими народами будут и впредь крепнуть, а отношения стратегического партнерства и союзничества, основанные на принципах традиционного добрососедства и взаимной поддержки, развиваться поступательно. Пользуясь случаем, желаю вам, уважаемый Эмомали Шарипович, крепкого здоровья, семейного счастья, новых успехов в вашей ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Таджикистана мира, процветания и динамичного прогресса. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Уважаемый Эмомали Шарипович, от имени народа Кыргызстана и от себя лично поздравляю вас и братский таджикский народ с Днем независимости Республики Таджикистан. За годы независимости Таджикистан добился значительных успехов в укреплении государственности, роста благосостояния народа и повышения авторитета страны на международной арене. Глубоко убежден, что сотрудничество между нашими странами, основанное на взаимном доверии, дружбе и добрососедстве, и впредь будут укрепляться на благо светлого будущего наших народов. Уважаемый Эмомали Шарипович, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а народу Таджикистана мира и процветания. Садыр Жапаров, президент Кыргызской республики. Уважаемый Эмомали Шарипович, от имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично имею честь направить вам и всему братскому народу вашей страны сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Республики Таджикистан. Отрадно отметить, что за прошедшие годы последовательно улучшается социально-экономическое благосостояние Таджикистана, активно повышается ее роль в решении актуальных вызовов международной повестки. Подтверждаю нашу готовность и далее прилагать необходимые усилия для вывода туркмено-таджикского сотрудничества на новый уровень. Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, а братскому народу Таджикистана мира, дальнейшего прогресса и процветания. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Ваше превосходительство, уважаемый Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан, прошу принять мои искренние поздравления по случаю 34-й годовщины независимости дружественной и братской страны Республики Таджикистан. Братские культурные и исторические связи между народами Ирана и Таджикистана являются значительным основанием для более широкого сотрудничества в различных областях. Уверен, что благодаря общей воле двух стран дружеские отношения будут динамично продолжать углубляться, и мы станем свидетелями дальнейшего расширения двусторонних связей в направлении взаимных интересов. Прошу у Всевышнего здоровья и успехов для вашего превосходительства, а народу Республики Таджикистан развития и процветания. Масуди Пизишкиян, президент Исламской Республики Иран. Ваше превосходительство, по случаю Дня государственной независимости я и моя супруга с большим удовольствием выражаем вам и народу Республики Таджикистан наши искренние поздравления. Отрадно, что между нашими странами имеются прочные связи, и надеюсь, что наши дружественные отношения еще больше будут укрепляться. Мои надежды и стремления направлены на то, чтобы наши страны смогли взаимно сотрудничать и эффективно влиять на решение проблем изменения климата и окружающей среды, которые затрагивают на всех по всему миру. Я и моя супруга с большой радостью выражаем наши наилучшие пожелания вам и всему таджикскому народу в будущем. Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карл III. Ваше превосходительство, президент Республики Таджикистан, по случаю Дня государственной независимости Республики Таджикистан с большим удовольствием направляю вам, ваше превосходительство, свои искренние поздравления и наилучшие пожелания, желаю вам счастья, а народу вашей страны процветания. Император Японии Нарухито.
Дорогому брату и его превосходительству, президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону. Да хранит его Аллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. С большим удовольствием искренне поздравляю вас, ваше превосходительство, по случаю Дня государственной независимости. Желаю вам здоровья и счастья, а славному правительству и народу братского Таджикистана дальнейшего прогресса и процветания. Служитель двух святынь, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд. Ваше превосходительство, примите сердечные поздравления по случаю Дня государственной независимости Республики Таджикистан. За прошедший период Таджикистан добился впечатляющих успехов в деле совершенствования и модернизации всех сторон жизни общества, высоких темпов экономического развития, проявления особой роли страны как инициатора глобальных водно-климатических инициатив и укрепления ее авторитета в мировом сообществе. Благодаря вашей целеустремленной и последовательной политике таджикская модель национального единства и согласия вызывает интерес во многих государствах. На ее основе Таджикистану удается выстроить добрососедские и дружеские отношения со странами мира, базирующиеся на равноправии, взаимной выгоде и взаимном уважении. Искренне признательны вам за постоянное и заинтересованное внимание к деятельности Шанхайской организации сотрудничества, за ваш огромный личный вклад в расширение многостороннего взаимодействия на пространстве организации. Позвольте, ваше превосходительство, пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов во благо Таджикистана. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Эрмекбаев. Поздравительная телеграмма также поступила от имени кронпринца, председателя Совета министров Королевства Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана ибн Абдул-Азиза Аль-Сауда. Поздравительные послания и телеграммы в адрес лидера нации продолжают поступать. Наряду с другими комитетами и государственными структурами руководство и сотрудники суда города Душанбе также отметили 34-ю годовщину государственной независимости торжественным политическим мероприятием. По этому поводу подготовлен репортаж. В ходе проведения очередного мероприятия руководители суда города Душанбе поздравили сотрудников и других граждан страны с Днем независимости и подчеркнули, что величайшим достижением за 34 года независимости является установление мира и полной стабильности, прочного национального единства, обеспечение устойчивого социально-экономического развития, укрепление самосознания и патриотизма среди всех слоев общества Таджикистана. И все это стало возможным благодаря труду и усилиям нашего образованного и культуролюбивого народа. Далее каждый из участников выступил с речью о значении пути обретения независимости. Было отмечено, что в прошлом права и свободы нашего народа были настолько ограничены, что граждане даже в общественных местах не могли свободно говорить на родном языке. Однако все эти трудности и ограничения прав и свобод народа были устранены под знаменем независимости. Поэтому наш народ должен с благодарностью за единство и спокойствие беречь и ценить это бесценное благо, ведь устойчивость и вечность независимости придают каждому гражданину страны новые силы и энергию, обеспечивают благополучную жизнь и спокойное будущее. Также в ходе заседания было сказано, что сегодня в мире существуют государства, которые все еще борются за обретение независимости, проходя через самые тяжелые испытания, чтобы их граждане могли жить в спокойной обстановке и безопасном обществе. Историческую 34-ю годовщину государственной независимости в Душанбе отметили на высоком уровне в государственном унитарном предприятии Обу-Корези. По этому случаю состоялось торжественное собрание, где руководство предприятия подчеркнуло вклад своих сотрудников. Подробнее в репортаже наших коллег. Государственное унитарное предприятие Обу-Корези города Душанбе играет важную роль в обеспечении населения столицы чистой питьевой водой и бесперебойной работы водопроводно-канализационных сетей. В честь 34-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан на предприятии состоялось торжественное собрание. Руководство поздравило сотрудников с этой исторической датой и подчеркнуло, что независимость является величайшим достижением таджикского народа. Отмечалось, что именно
Именно благодаря твердой воле и решимости основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, а также самоотверженному труду граждан, сегодня плоды независимости ощутимы в каждом дне нашей жизни. В ходе мероприятия также было отмечено, что развитие и строительство в стране, особенно в Душанбе, стремительно набирают обороты. Возводятся современные образовательные и медицинские учреждения, спортивные комплексы, дороги международного уровня, жилые и административные здания, а также промышленные предприятия. Эти достижения – наглядное свидетельство эпохи независимости. Возвращение к культурным ценностям, возрождение национальных обычаев и традиций сближают нас с богатым историческим наследием таджикского народа. Сегодня государственная независимость – это величайший дар, который необходимо беречь и ценить. В микрорайонах города Душанбе продолжается активная работа по благоустройству и созидательной деятельности, охватывающая все направления. Особое внимание уделяется 63-му микрорайону района Фирдавси, где при поддержке городских властей, депутатов, предпринимателей и местных жителей реализуются важные социальные инициативы. Подробности в нашем сюжете. 63-й микрорайон столицы, расположенный в районе Фирдавси, в последние годы претерпел значительные изменения благодаря системной работе исполнительных органов государственной власти и народных избранников. В рамках реализации политики благоустройства, инициированной руководством города во главе с председателем города Душанбе, уважаемым Рустам Эмомали, здесь проводятся работы по реконструкции дорожного покрытия, озеленению территорий и созданию комфортной городской среды. Одним из наиболее заметных преобразований стало решение проблемы сбора мусора в 63-м микрорайоне. На месте стихийной свалки, долгое время доставлявшей неудобства жителям, по инициативе депутата Арифзода была построена современная мусоросборная площадка. Строительные работы велись в ускоренном режиме с привлечением квалифицированных специалистов и использованием качественных материалов, что гарантирует долговечность объекта. Этот проект стал частью комплексной программы по улучшению коммунальной инфраструктуры микрорайона. Параллельно для повышения эффективности работы коммунальных служб управляющей компании жилищного фонда номер 7 района Фирдавси был передан специализированный малый коммунальный транспорт. Руководство служб эксплуатации отмечает, что это оборудование значительно улучшит качество уборки территории и поддержания экологического благополучия в микрорайоне. Реализация этих проектов приурочена к 34-й годовщине государственной независимости Республики Таджикистан и является продолжением системной работы по модернизации городской инфраструктуры. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу. Будьте здоровы, до новых встреч!